الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Восхваляем Всевышнего Аллаху Субханаху ва Тааля, который достоин всех наших похвал. К Нему обращаемся за помощью и у Него просим прощения совершенных грехи, и к Нему прибегаем от зла наших душ и наших дурных поступков. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля наставил на истинный путь, то никто не ведет его в заблуждение. Тот, кого Аллах Субханаху ва Тааля не наставил на истинный путь, то никто не сможет этого сделать. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который един, и нет у него сотоварищей. И свидетельствую, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб, его посланник. Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншааллах, продолжим чтение и толкование хадисов из сборника Сунан Абу Дауд, сборник хадисов Абу Дауда Сулеймана ибн Аш'ата ас-Сиристани, рахимахуллах. Первая книга Китаб ат-Тахара, глава 69. Бабун иза шакка фил хадати. Глава о том, если человек сомневается в наличии омовения, тахарата. Если человек появляется сомнение, если у него омовение, или нет у него омовения. То есть, что ему делать? Брать тахарат или же тахарат не брать? Вопрос, который часто возникает у мусульман, когда человек хочет стать на намаз, потом начинает вспоминать, тахарат брал, не брал, то есть портил, не портил тахарат. То есть, что делать в данной ситуации? И Абу Дауд, рахимахуллах, приводит хадис. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا سفيان الثوري عن الزهري بن شهاب عن سعيد بن مسيب رحمه الله. Саид ибн Мусайяб ибн Хузн, известный ученый числа табиинов, который родился через 2 года после начала правления Умара ибн Хаттаба, его правлением, примерно через 4-5 лет после смерти посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и был одним из самых известных табиинов. Саид ибн Мусайяб был ученым фикха, богобоязненным, отличался поклонением и считался самым знающим фикх из жителей Хиджаза. То есть это Мекки и Медины. Это все области, область Хиджаз, Мекка, Медина и чуть выше, чуть ниже этих городов. Был самым знающим фикх, ученым этой области и самым лучше разбирающимся в толковании снов также. И, как приводится, то, что в течение 40 лет он совершал все намазы в мечети. То есть каждый азан он уже сидел в мечети. 40 лет не пропустил ни одного намаза. То есть до намаза уже, до азана находился в мечети. У него между домом и мечетью прошла вся его жизнь. Но в конце жизни он не дал присягу одному из халифов в свое время. И за это его немного наказали, ударили плетьми, и тюрьма. Но, как сказал, считается самым известным ученым табиином города Медины. Саид ибн Мусайяб ва Абад ибн Тамим ан аммихи, со слов его дяди со стороны отца, Абдуллах ибн Заид ибн Асим аль-Мазини, радаллаху анху, сподвижник, который сказал: «Шукия или Наби саллаллаху алейхи ва саллям раджулю».
пророку Мухаммаду саллаллаху пожаловались, или пришли, скажем, попросить о том, что один человек пожаловался, что еджиду шей'a фи салати хатта юхайра алейхи, что он, этот человек, то есть в намазе ему кажется, что у него что-то выходит, что кажется, что как будто у него нарушается тахарат во время намаза. То есть, предполагал, бывает такое, что как будто что-то вот есть там, да, а непонятно, вышел, не вышел, да, тахарат испортился, не испортился. Вот человек, у которого было такое часто, ему казалось, что что-то выходит во время намаза, и факаля, и посланник Аллаха сказал ему, сказал про него, ля янфатиль, пусть он намаз не покидает, пусть он намаз не прерывает, хатта ясмаа саутан, пока он не услышит звук, а уеджда риха, или почувствует запах. Получается, обычно же газы, человеку так кажется, что вышло или не вышло. Поэтому пророк Мухаммад сказал, что пусть он свой намаз не прерывает, если в намазе появилось такое чувство, пусть он намаз читает дальше, не прерывается, пока, то есть, имеется в виду, пока он не будет уверен, что у него что-то вышло. Потому что здесь слова услышать звук или почувствовать запах, имеется в виду стать уверен. Потому что 100% что тахарат нарушен. Потому что если он не уверен, в этом случае тахарат его не нарушается, тахарат не остается на месте. Поэтому вот здесь слова, то есть звук и запах, они указывают на уверенность в этом действии. Не указывают то, что, скажем, потому что человек может быть, может быть глухим, так ведь. Человек может не чувствовать запахи совсем. Поэтому суть не в этом, суть в том, что эти вещи обычно, чаще всего, звук и запах, человек понимает, что тахарат испортился. То есть здесь уже человек нет сомнения. 100% человек уже уверен. Поэтому цель хадиса, который приводится из Бухари и Муслима, достоверный хадис, бесспорно, цель хадиса то, что человек, если совершает намаз, и у него появилось сомнение, то есть как будто бы что-то вышло, но человек не уверен в этом, просто сомневается, то в этой ситуации сомнения, на них нельзя полагаться. На эти сомнения нельзя опираться, то есть сомнения твой тахарат не нарушают. И человек, ему нельзя из намаза уходить, он обязан читать намаз дальше, пока он не будет уверен, то, что у него тахарат испортился, точно. Поэтому сомнения, на них полагаться неправильно. То есть пророк Мухаммад научил, что, скажем, этот хадис и подобные ему являются, скажем, правилом, то есть правилом, основой ислама. И как сказал имам Навауи рахимахуллах, что то есть данный хадис является одной из основ ислама и является, скажем, одним из великих правил фикха, то, что вещи, они, скажем, остаются как есть. Получается, если человек в чем-то уверен, то сомнением эта уверенность, она не пропадает. То сомнение, эта уверенность не одолевает, не становится выше этой, скажем, уверенности. Поэтому, если ты уверен в чем-то, и потом появилось сомнение, то сомнение, оно никакого там веса не имеет. На нее полагаться нельзя. Нужно полагаться только на то, в чем человек уверен. Поэтому, если человек скажем, уверен, что он брал тахарат, и потом у него появилось сомнение, что он его испортил, то есть человек тахарат брал, помнит, хорошо помнит, уверен. Затем, когда вот или в намазе, или не в намазе, разницы нету, человек появилось сомнение, как будто нарушил, да, может нарушил. В этой ситуации есть уверенность, есть сомнение. Уверенность, она остается, и она не исчезает из-за сомнения. Поэтому здесь мы берем то, в чем уверены, а сомнение нужно отбросить. Его нужно выкинуть, на него полагаться нельзя. Поэтому, если человек, как бы в хадисе, читаешь намаз, показалось, как будто что-то вышло, и ты не уверен, значит, ты тахарат целый. И тебе пророк Мухаммад запретил намаз оставлять, запретил уходить и тахарат обновлять. Потому что если человек совершил намаз, и он стал уверен, что у него что-то вышло, тогда его тахарат нарушается. Поэтому, если человек, к примеру, взял тахарат, затем прошло несколько часов, наступает время намаза, и он начинает вспоминать, есть ли тахарат, нет тахарата, и он помнит, что тахарат брал, но когда в течение этих нескольких часов он не помнит, не может вспомнить, что тахарат нарушился у него, то есть он, не спал, есть там человек, не спал, там на туалет не ходил, да, и так далее, то есть ничего не делал. И он
появляется сомнение, что, может быть, испортил, в этом случае нужно полагаться на то, что человек уверен. Получается, здесь тахарат есть. Поэтому тахарат брать нельзя. Намаз этого появился, намаз нельзя оставлять. Если вне намаза появилось сомнение, то, что вдруг испортил, это сомнение в исламе никакой силы не имеет. Мы полагаемся только на то, что человек уверен. Поэтому, если у человека появилось сомнение, что тахарат брал, помнит, затем появилось сомнение, что вдруг испортил, может быть, но вспомнить не можешь никак, точно, тогда тахарат есть. И тахарат обновлять будет неправильно. Потому что человек в этом случае нарушает правила шариата, которые Мухаммад поставил, и тем самым здесь шайтан пытается человеку ввести сомнение. Поэтому уверенность это от Аллаха. Это правило, это основа. Сомнение это вещь слабая от шайтана. Поэтому то, что человек уверен, оно не может быть отменено по сомнениям. Поэтому из этого хадиса и подобных ему ученые извлекли целое правило, то есть из каваида фикх, правил фикха, что аль-якину ля язулю биш-шак. То есть уверенная вещь, уверенность, она не исчезает из-за сомнения. То есть аль-якин, тот человек уверен, помнит хорошо, знает. Ля язулю, то есть не исчезает, не пропадает, биш-шак из-за сомнения. Поэтому, если человек сомневается в брать тахарат, то он делает неправильно. Он нарушает хадис, он нарушает правила шариата, который поставил Аллах Субхану ва Тааля, который поставил посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому сомнение, оно отбрасывается всегда. Поэтому еще раз, как обычно с тахаратом, ты тахарат взял, потом проходит часа 2-3, время намаза наступает, и человек начинает вспоминать, есть или нет тахарат. Он вспоминает, что тахарат брал, потом в течение 2 часов он не может вспомнить, что что-то сделал из того, что нарушает омовение, тогда он должен сказать, что тахарат у меня есть, я его не нарушал, и читать намаз. Здесь на всякий пожарный тахарат брать, на всякий случай, это не по исламу, это неправильно, потому что это от шайтана. То есть шайтан пытается сделать то, чтобы ты полагался на сомнение, а не на уверенность. И обратная ситуация, если человек помнит, что тахарат испортил, то есть помнит, что ходил в туалет, спал, затем, он не может помнить, что тахарат он брал, сомневается, есть брал или не брал, в этом случае тахарат у него нет, потому что он уверен, что нарушал, и не уверен, что брал, сомневается. Поэтому в любом случае берем на то, полагаемся на то, что человек уверен. Поэтому то же самое же, та самая же глава, то есть та самый вопрос, если человек начинает сомневаться в количестве ракатов в намазе, 1 или 2, 2 или 3. То же самое правило, потому что если человек сомневается, совершал намаз, потом немного отвлекся мысленно, когда уже вернулся в намаз с мыслями, он уже забыл, какой ракат совершал, начинает вспоминать, и то мне 2 или 3, не помнит. В этом случае тоже берем то, что мы уверены. Потому что если цифра 2 или 3, то мы уверены в 2, а 3 просто сомневаемся. Потому что меньше число это уверенное, оно было, а 3 это еще неизвестно, может было, может не было. Поэтому всегда, когда есть сомнения в количестве, то есть в цифрах, всегда берем уверенность, то есть то число, которое поменьше, и которое больше отбрасываем. Поэтому хоть берешь тахарат, сколько раз мыл, сомневайся, 1, 2 или 2 или 3. Получается, берем меньше, больше отбрасываем. Читаешь намаз, какой ракат, 2 или 3 ракат. Значит, это ракат 2. 2 был точно, 3 еще неизвестно. Может был, может не был. Поэтому 2 берем, 3 отбрасываем. И читаем, как будто 2 это 3 ракат. Видите, когда человек делает таваф вокруг Каабы, где нужно делать 7 кругов. Потому что ладно, намаз там, тахат 3 раза моем, да, у нас 3 раза моем. У нас намаз там 4 раката, 2 или 3, 4 раката. А таваф 7 кругов, там еще запутаться человеку легче. То самое же, человек делает таваф, потом запутался, сколько там, 2 или 3, 3, 4 там, или 5 или 6, всегда берем меньше. Потому что в этом мы уверены. А больше мы сомневаемся. То есть меньше было, а больше, возможно, не было. Поэтому нужно всегда полагаться на данное правило. Брать то, в чем человек уверен. Уверен, поэтому, если прочитали намаз зухр или потом наступает время аср, икин намаза, и появляется вопрос, сомнение, а вдруг тахат испортил. Если мы помним, что брали тахат или, потом до асра не помнишь, что мы тахат нарушили, значит, мы стоим на намаз спокойно, и тахат у нас не нарушен.
идти тахат брать в этой ситуации будет неправильно. То есть нельзя, потому что это открывает ворота шайтана. Он пытается нас сбить, нас ввести в сомнение. И иногда то есть некоторые люди, они пытаются найти выход из данной ситуации и говорят, что Хазрат, я тахат пойду возьму. Я сомневаюсь, что я его испортил. Может, я его не портил, но я пойду и возьму, и себя оправдывать тем, что пророк Мухаммад салям тахат брал на каждый намаз. Поэтому говорит, что я пошел делать сунну. Хотя же пророк Мухаммад не сомневался, а здесь человек сомневается и прикрывается другой сунной. Поэтому если человек, время намаз наступило, и он не сомневается, что у него тахат испортен, то человек знает, что у него тахат есть. Точно. Он может пойти тахат обновить. Это будет ему наградой. Но если человек сомневается, что, может быть, испортил, а может, не испортил, и потом идет брать, обновлять как сунна, это тоже неправильно, потому что это тоже как оправдание просто, как найти выход, но это выход неправильный. Потому что, опять-таки, шайтан, он через хорошую дверь, через хорошие действия пытается человека ввести в сомнение, чтобы у него было главное сомнение, а не уверенность. Поэтому пророк Мухаммад сказал в этом хадисе, что если в намазе появилось такое чувство, что как будто бы что-то вышло, что как будто тахат испортился. Если ты не уверен, сомневаешься, значит, читай намаз дальше. Тебе нельзя прерывать намаз, тебе нельзя с намаза уходить, чтобы брать тахарат, потому что тахарат у тебя на месте. Они испорчены, поэтому бери то, в чем уверен, что ты брал намаз, тахарат брал до намаза, и сомнение выкидывай. Отбрасывай его, на него не полагайся в данном вопросе. Вот на это указывает то есть данный хадис. Данный хадис, то, что в этом вопросе все ученые едины. Едины – это правило фикха. Это все 4 масхаба, все ученые это признают. Это действие, что так нужно совершать. Только, например, масхаба Ханафи есть такой вопрос, то, что касается сомнений в намазе, в тахарате, там сказано, что если сомнение появилось первый раз в жизни вообще, то есть до этого никогда не было. То есть в тахарате, во время намаза появилось первый раз, до этого никогда не было, тогда то есть нужно сделать заново все. Намаз читаешь, появилось сомнение. Там тахарат брал, сомнение появилось, нужно все переделать. Но если сомнение приходит, потом начали приходить после этого, то есть 2, 3, 5, 10, 20 раз приходят они, тогда получается, нужно на них не опираться. Поэтому первый раз в жизни человека, тогда нужно переделать. А если это не первый раз, это повторяется постоянно и много раз, тогда их нужно отбрасывать, на них полагаться будет неправильным. И здесь же Абу Дауд приводит следующий хадис на ту самую же тему со слов Муса ибн Исмаиля, сказал, что передал Хаммад, со слов Сухайля ибн Аби Салиха, со слов его отца, ан Аби Хурайра, со слов Абу Хурайра, радиллаху, Абдурахман ибн Сахра, радиллаху, анна Расулуллах сказал, что посланник Аллаха сказал, «Иза кана ахадуку фи салати», если один из вас будет в намазе, если один будет совершать намаз, фаваджада харакатан фи дубурихи, и он почувствует какое-то движение в заднем проходе, здесь сказано, то есть ваджада, то есть почувствует харака, то есть харакат, какое-то движение, какое-то шевеление, фи дубурихи, то есть в заднем проходе, ахдаса аулам юхдис, и начнет сомневаться, тахат испортил или испортил свое омовение, фаушкиля алейхи, и у него появится сомнение в голове, фаляян сариф, то пусть он не уходит из намаза, хатта есма асаутан, пока не услышит звук, а у еджалиха пока не почувствует запах. Поэтому есть, то же самое, просто Мухаммад сказал, что человек почувствует какое-то движение, как будто что-то у него вышло, то есть фаляян сариф, пусть не уходит, то есть ему нельзя уходить. Он обязан на вас читать дальше, продолжать и не полагаться на эти сомнения, которые у него появились, которые у него возникли. Это хадис похож, да, то есть на предыдущий хадис. И здесь иногда некоторые ошибаются в данном хадисе, его используют как довод в том, что если человек высшие газы, без запаха, без звука, что тахат не нарушается. И такое мнение является неправильным, оно безосновательное. Данный хадис, его цель такая, данный хадис, он не указывает на то, что нарушает омовение. То есть его цель показать то, что пока не станешь уверен. Поэтому здесь запах и звук означают уверенность. И не говорят то, что если человек вышел газ, и не было запаха, не было звука, то тахат не нарушается.
кто так говорит, то хадис использует не по назначению. Потому что если человек уверен, что вышло, там без разницы, что там было, не было. Поэтому, если такое мнение будет, увидите, то скажете, что это мнение неправильное. Неправильное, потому что выход газов нарушает тахарат в любом случае. Если человек уверен, что они вышли, тахарат нарушается, бесспорно. И то, что там есть сомнения, то тахарат не нарушается. Поэтому данный хадис то самое, то есть сомнение появляется. Поэтому это вот такая глава, которую часто мусульмане, когда вот объясняешь, то, что, как я уже говорил до этого, во время намаза, и когда человек думает, сомневается, и говорит, ладно, пойду возьму, да, лишний не помешает. То есть это получается, они делают не по исламу. Когда говорят, что так неправильно, они еще смотрят тебя такими большими глазами, что как это неправильно. Вы что так делали, да? Как это неправильно? Потому что и довод такого человека, что, скажем, а вдруг это хадис испортил? Так же получается, а вдруг это хадис испортил, потом стану на намаз. Намаз без тахата не принимается, получается, что нельзя. Это все наушение васваса шайтана, который пытается нас ввести в сомнение и отдалить нас от уверенности. Поэтому делай, в чем уверен. Никогда не полагайся на сомнения. В этом случае ты будешь спасен, ты будешь делать по шариату, как положено. Если полагаешься на сомнения, значит, потому что шайтан тебя одолел. Он тебя, скажем, взял на тобой вверх, и он тебя управляет. И ты поступаешь не как приказал Аллах, а как, скажем, хочет тебя сбить с пути шайтан. Поэтому это вопрос следования шариату, не следования шариату. Вопрос следования законам Аллаха или, получается, следования наущениям шайтана. Вопрос очень серьезный, на самом деле, так как шайтан, он использует любые пути, любые способы, чтобы, скажем, нам помешать, чтобы для нас тахарат, намаз стали, скажем, не радостью, а проблемой, чтобы мы постоянно, то есть, мучились, сомневались. Это его задача. Если не получилось, значит, мы проиграли. Если не получилось, значит, мы сделали правильно. Поэтому, скажем, хоть как трудно, нужно, скажем, перебороть. И не поддавать сомнению, взять то, что человек уверен. Потому что сначала бывает трудно, но потом, когда человек несколько раз делает, это перестанет, не сможет в этой голове пройти со стороны. Он будет искать другие способы пройти, но вот с этой стороны у него не получится, потому что мы закроем то, что я уверен, наш шагат есть. Так меня Пророк Мухаммад так научил. Так научил Пророк Мухаммад, так совершать, поэтому я делаю как по правилам фикха. И 2-3 раза будет сложно, там будет внутри кипеть, но потом уже на 5-6 раз там и так далее, уже станет намного проще. Потом через 5-6 дней вообще забудешь этот вопрос. Этот вопрос он не будет возникать. Потому что попробует, попытается, получилось, он обрадуется. Не получилось, он будет, здесь не получилось, будет искать другие способы, как нам осложнить совершение поклонений, чтобы поклонение стало для нас трудным и невозможным, а не легким и простым. После этого имам Абу Дауд, рахимахуллах, он переходит на главы, которые связаны с действиями, которые нарушают или не нарушают омовение. То есть и первая глава, глава 70-я, Бабуль вуду и миналь кублати, глава совершения омовения после поцелуя, то есть поцелуя жены. Здесь вопрос получается, если мужчина взял тахарат, поцеловал свою жену, он должен или не должен брать тахарат? Он может читать намаз, или он обязан взять тахарат? Это имеется в виду, и хаддафана Мухаммад ибн Башар, со слов Яхья, Абдурахман ибн Махди, со слов Суфьяна ат-Thawri, ан Аби Раук, со слов Ибрахима ат-Тайми, рахимахуллах, ан Аиша, со слов Аиши, матери правоверных, дочери Абу Бакра Сиддика, жены посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, радаллаху анха, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям каббалаха. Потому что Аиша сказала, что от нее передается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям поцеловал ее, Аишу, во время того, и потом тахарат не обновлял. Ее поцеловал, и затем уже омовение не обновил. Получается, что тахарат у него не нарушился. То есть и данный хадис, он указывает на то, что прикосновение мужчины к женщине, то есть хоть рукой, хоть губами, хоть другими частями тела, тахарат у мужчины из-за этого не нарушается. Хотя данный хадис считается, по мнению некоторых ученых, слабым,
но есть другие риваяты, которые его подтверждают. Показывают, что прикосновение мужчины и женщины омовение не нарушает. И это мнение Абу Ханифа и его учеников, потому что в мазхабе Ханафи любое прикосновение мужчины к женщине, то есть хоть своей жене, там, хоть дочери, хоть чужой женщине на улице, то омовение не нарушается. Не нарушается, потому что прикосновение, то есть одного к другому, то есть прикосновение тела к телу, просто так, оно на тахарат не влияет в основе. Поэтому в мазхабе Ханафи тахарат не нарушается при прикосновении мужчины к женщине. Конечно, если человек прикоснулся возбужден прикоснулся к женщине, и у него будет мази, тогда из-за этого не прикосновение нельзя, потому что у него что-то вышло. То есть вот что-то нарушает тахарат. А после прикосновения, то есть кожи к коже, оно тахарат не нарушает. Это вот мазхаб Абу Ханифы и учеников прикосновение не нарушает. Любое прикосновение нарушает. По мнению имама, то есть Малика, мазхабе Малики, у них сказано, что прикосновение не нарушает, если просто так. Если же мужчина коснулся женщины, то есть возбужденным, с вожделением, тогда в мазхабе Малики тахарат нарушается. Также тахарат нарушается в мазхабе имама Шафи'i, то есть прикосновение мужчины к женщине. По мазхабу Шафи'i, у нас же в России шафииты кавказцы, так у нас Кавказ, Чечня, Дагестан, там у нас шафииты. То есть по их мазхабу прикосновение мужчины к женщине, имеется в виду, то есть женщина, которая, то есть не жена и не родственница. То есть к жене родственница прикосновение тахарат не нарушает. Если это женщина не жена и не родственница, то есть женщина, которой мужчина может жениться, то есть может не совершить никах, то его омовение нарушается. То есть по их мазхабу, и их довод, они используют аят из Корана. Аят из Корана, то есть аят в суре Ниса, суре женщины, 43-й аят. То есть там приводится слово «Аулямастамун ниса», если вы коснулись женщин. Там аят, то есть, аят приводится про совершение таяммума, то есть аят касается таяммума вообще, то есть там сказано, что если человек сходил в туалет, или человек, сходил в туалет, то он сходит, то тахарат нарушается. Или коснулся женщины, и не нашел воды, то пусть совершает таяммум. Поэтому там сказано слово «ля мастум», то есть оно переводится как, в основе переводится, то есть как коснулись женщин, и сказано, получается, то есть это имеется в виду нарушение гусля, как я понял, мазхаб Шафи'i, поэтому мазхаб Шафи'i тахарат нарушается. И на практике на самом деле так, то есть так, по их мазхабу, когда совершаешь, к примеру, совершаешь таваф в Мекке, то есть с мужчиной шафиитом, который придет с мазхаба Шафи'i, то есть кавказцами, то я сам совершал с одним парнем, то есть там рядом совершали, то есть, и на каком-то из кругов этот парень сказал: я все пошел. То есть, получается, там женщина вместе ходит с мужчинами же. Поэтому он, получается, там женщину коснулся рукой, нечаянно. И все, по его мнению, тахарат нарушается. Он таваф прерывает и идет в тахарат. Если бы коснулся я, то есть ханафит сказал, да, то продолжил бы, не проблема. А по его масхабу, то есть нарушается. Поэтому он уходит, ушел в тахарат. Поэтому в хаджи, если посмотреть, обычно индонезийки, малазийки, их же там много, а Индонезия и Малайзия, у них масхаб шафиитский. То есть индонезийцы, малазийцы, у них масхаб Шафи'i. Поэтому то есть в хаджи, то есть, можно видеть, что их женщины, они, скажем, у них рукав, да, вот здесь закрывает сзади. Сейчас рукав, вот так, как перчатка, скажем, да, вот такой длинный. Он не здесь завершается, а как такой, он длинный. Он закрывает руку, потому что там же мужчины шафииты, поэтому, чтобы они закрывают тыльную сторону руки, чтобы там, если коснуться, потому что если же коснуться через одежду, то же не нарушается. По их местам. Если коснуться напрямую, поэтому они специально, когда такую одежду шьют, чтобы закрывалась рука. Здесь открыто, а здесь закрыто материалом. И мужчина коснется материал, а не руки. Они тем самым, получается, они оберегают своих мужчин, шафиитов, которые, чтобы они тахарат не нарушали. А если нет такого покрывала, ты закрываешь руку, тогда... Поэтому вопрос, в котором есть разногласия между учеными, нарушается, не нарушается омовение, прикосновение мужчине к женщине, и скажем, их довод. Но, то есть аят, где сказано «ля мастамун ниса», то
там он понимается, скажем, то есть двояко, хотя дословно переводится, то есть лямастум как прикосновение, но, как сказал Ибн Аббас, радаллаху, Абдуллах ибн Аббас, известный сподвижник, ученый, которому Пророк Мухаммад салям сделал, то есть дуа, чтобы Аллах научил Ибн Аббаса тафсиру, толкованию Корана, он сказал, что в этом аяте имеется в виду не прикосновение обычное, имеется в виду интимная близость. То есть ля мястум означает, как бы у вас была близость с женой. Они, прикосновение вот, во время близости, они обычные. Поэтому вот данный хадис, хотя, скажем, он слабый, но там есть другие хадисы. Хадис, то, что Пророк Мухаммад салям прикасался к женщинам, потом, когда и не брал тахарат, шел намаз, потом, когда совершал, и после совершал, и так далее, что не нарушается. Или, к примеру, там другие хадисы, тогда со слов вот, Аиши, то, что он целовал одну из своих жен, то есть Аишу целовал, потом читал намаз, тахарат не обновляя. Или же хадис, то, что в одну из ночей, когда то есть, Аиша спала, то есть, ночью Аиша просыпается, смотрит, а мужа рядом нету. То есть Пророк Мухаммад салям проснулся, потрогал, да, нет мужа. А там же темно, поэтому она там приводится, что она полагает, что он читает намаз, наверное, то есть начинает там руками там шариться и натрагивается до, ступни, то есть до пятки ступни Пророка Мухаммада салям. Он читает намаз, читает. Она до него дотронулся, его ноги, то есть ступня, которая была голода, получается, да, без носков, без ничего, коснулся, и Пророк Мухаммад намаз продолжил. Он намаз не прервал, сказал, что что меня трогаешь? Тахар испортил мне. Поэтому он намаз продолжил читать, когда то, что коснулся, и тахар не обновлял. И другая ситуация, то, что Аиша говорит, потому что есть хадисы, где сказано то, что если перед мужчиной пройдет, перед мужчиной совершающий намаз, если пройдет, женщина, собака или осел, намаз мужчины нарушается. Такой хадис есть. То, что прохождение перед мужчиной, женщины, или же остались собаки, тахар нарушается. То есть нарушается намаз у мужчины. И Аиша сказала то, что почему вы нас, женщин, уподобили собакам и ослам. И потом говорит то, что я, говорит, то есть, Пророк Мухаммад совершал, говорит, намаз дома, там у них дома был небольшой, был там дом Аиши, шел намаз, то есть он шел намаз в сторону кибла, Аиша лежала перед ним, поперек него, то есть, получается, лежала перед ним, шла перед ним, и Мухаммад, когда стоял, делал руку, когда он шел на саджда, он дотрагивался рукой до ее ноги, и она ноги собирала. И Пророк Мухаммад делал саджда на это место, то есть, где ноги лежали у нее, он спускается же, рука касается ее ноги, а ноги собирает. Чтобы место освобождать для саджда. И, получается, касался же, во время намаза, Пророк Мухаммад касался Аиши. То есть, рукой касался ее ноги, чтобы она ногу брала. И опять намаз читать продолжал. Поэтому показывает, что его тахарат не нарушался. Вот эти хадис показывают, что он трогал, то есть мои ноги, то есть ноги Аиши. Показывает, что прикосновение трогал в намазе, и тахат в него не решался. Поэтому показывает, что все-таки, иншаллах, то есть правильнее, что, Масхаб Шафи у него свой довод. Тем более имам Шафи, он был знатоком арабского языка, он так понял. То есть прикосновение он понял прямое. То есть, у него тоже есть право, потому что арабском языке оно есть. Масхаб, то есть Ханафи, и там других сказали, что не нарушается, потому что есть хадисы. Показывают, что касался Пророк Мухаммад салям, и тахар не нарушал, намаз читал дальше. То есть и до намаза, и внутри намаза, то есть это разницы в этом вопросе нет. Хотя вот можно сказать, что данный хадис, он, его считают как мурсаль, один из видов слабого хадиса, по мнению некоторых ученых, потому что здесь, Ибрахим Тейми, он Аишу не видел. Он просто говорит, от Аиши, то есть, он с Аишей не встречался, поэтому, когда он передатчиком, кто-то пропущен. Один из передатчиков пропущен, поэтому данный хадис считается слабым, но, как было сказано, то, что другие хадисы, которые достоверны в Бухаре и так далее, они подтверждают данный вопрос, что прикосновение само по себе не нарушает тахарат, то есть мужчины, тахарат, да, то есть безумный тахарат не нарушается у мужчины в данном вопросе. Не, вопрос спорный. По массовых Абу Ханифе хоть женщина поет, тахарат не нарушается. Поэтому
Да. Вопрос спорный. У нас же есть вопрос. Это просто я упомянул, когда да, то есть попутно из хадиса упомянул, потому что, видишь, Аиша сказала, то есть Аиша же сказала, я лежал, говорит, поэтому там другие из хадис, которые вопрос спорный между учеными, поэтому у кого-то да, у кого-то нет. По масаву Абу Ханифы хоть что поет, если читаешь намаз, поет, и хоть мужчина, хоть женщина, хоть кошка, хоть собака, твой намаз не нарушается. Да, то есть намаз твой не нарушается. Иншаллах, по масаву Абу Ханифы. И следующий хадис на ту же главу, то есть со слов Аиша радаллаху анха, со слов Урва ибн Зубейр, то есть ее племянника, со слов Аиши, анна наби саллаллаху алейхи ва саллям кабаля имраатан мин нисаихи, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям поцеловал одну из своих жен, ثم خرج إلى الصلاة, затем вышел совершать намаз, ولم يتوضأ, и не совершал омовение. То есть поцеловал, потом совершать намаз, тахат не обновил. То есть, значит, тахат у него не нарушился. Халя Урвату, и Урва, то есть племянник Аиши сказал, факульту лаха, и сказал ей, Аише, ман хия или анти, сказал, что, скажем, эта жена, говорит, была только ты. Это была ты, говорит, да? Потому что Аиша сказала, что Аиша, говорит, ты поцеловал одну из жен. Она имела в виду себя, просто не сказала, ты поцеловал меня. Поэтому сказал Урва, что, скажем, это была ты, говорит, да? То есть, как бы, никто другой. Не мог быть, кроме тебя. Фадахавит, и она засмеялась. То есть Аиша в этот момент она улыбнулась, показывает, что это была она, да. То есть поцеловал ее, просто она не стала говорить, что поцеловал меня, сказала, что поцеловал одну из своих жен. Поэтому сказала, что это была она. То есть она, то есть Аиша радаллаху анха, что он ее целовал, приводится. То есть это вот получается вот вопрос, то есть по словам Абу Ханифы, тахат не нарушается. Прикосновение мужчины к женщине, хоть жена, хоть чужая женщина, просто касание рукой руки там или другой части тела, тахат, иншаллах, не нарушается. Не нарушается, как сказано. Есть еще одна глава, то есть еще возьмем главу, да, тоже спорная глава. Здесь придется брать две главы придется брать сразу иногда. Бабуль вуду имин масси закар. Глава совершения омовения после прикосновения к половому органу. То есть нарушается или не нарушается омовение, если человек коснулся рукой, то есть напрямую коснулся своего там, или чужой половой орган. Хадис со слов Абдуллаха ибн Маслама аль-Каанаби, ан Малик ибн Анас, ан Абдуллах ибн Аби Бакр, аннаху сами Урвата, слышал, что Урва ибн Az-Зубейр якулю говорил, дахальту аля Марван ибн Хакам. Я, говорит, зашел к Марвану ибн Хакаму, который, скажем, родился, скажем, после хиджры, скажем, через 2 или 4 года, то есть был очень маленьким, и приводится, что он передал хадис про Мухаммада, но правильно то, что он ни одного хадиса не передал. Не передал хадисы, и он был, скажем, как писарем у Усмана радаллаху анху, затем он управлял, то есть, Мединой, был как бы губернатором Медины во время правления, то есть Муавия ибн Суфьяна, когда был халифом, и затем после смерти Муавии он был выбран халифом, то есть Марван Хакам был избран халифом, то есть правителем исламского государства на то время. Это было в 64 году, то есть в конце 64 года по хиджре, но он правил всего 9 лет, 9 месяцев, вернее. Он умер просто, правил 9 месяцев и умер, и он не видел пророка Мухаммада, то есть не передал хадисы. Вот Урва зашел к нему, то есть когда еще он был в Медине, был как бы губернатором Медины, зашел к нему, фазакарна ма якуна минху вуду. И они, то есть оба сидели, вспоминая, обсуждая те действия, которые нарушают омовение человека. Факаля Марван, и Марван тогда упомянул, то есть все действия, которые нарушают, сказал, что и нужно совершать омовение, если человек прикоснулся к половому органу. Факаля Урвату, ма алейка далика, сказал, что Урва, что я этого не знал, говорит. Урва ибн Зубейр, он тоже из табиин, сказал, что эту вещь я не знал. Когда сказал Марван ибн Хакам, что среди прочего, среди всех список, то, что нарушает омовение, помянул прикосновение к половому органу. Сказал Урва, что эта вещь я, говорит, не знал. Факаля Марвану, сказал Марван, ахбаратни Бусрату бинту Сафван, мне сообщила Бусра бинт Сафван, она является одной его родственниц, аннаха самиат, что она слышала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якуль, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил,
«Ман масса закараху фалятавадда». То есть тот, кто прикоснется к своему половому органу, пусть совершит омовение. То есть сказал Абу Сар, что Пророк сказал, кто коснется закараху к своему половому органу, фалятавадда, пусть он совершит омовение. То есть вот данный хадис указывает на то, что если человек коснулся полового органа, то его омовение нарушается. Потому что сказано, что кто коснулся, нарушается. И сказал Шаукани, что это мнение, это одно из мнений в этом вопросе. Это мнение считали правильным Умар ибн Хаттаб, его сын Абдуллах ибн Умар, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Аиша, Саад ибн Вакас, из табиинов Ата, Ваззухри, Ибн Мусайяб, Муджахид, Абан ибн Усман. Также это мнение Масаби Шафии, что тахарат нарушается. Но Масаби Шафии сказано то, что нужно коснуться только ладонью. Масаби Шафии нарушается, если человек коснулся ладонью. Если коснулся этой стороной, то тахарат не нарушается у них. Если коснулся прямой, да, если так коснулся, не нарушается. Поэтому Масаби Шафии, когда пол нарушается, пол не нарушается. То есть как коснулся, какой частью. Также это мнение имама, то есть Ахмада, то, что тахарат, то есть нарушается. Но так хорошо смотреть. Поэтому данный хадис указывает на то, что нарушается. Это довод тех, кто нарушается, хадис Бусра ибн Сафван. И есть другой хадис, противоположный данному хадису. Поэтому следующая сразу глава Бабу Русата Фидалика. Глава о дозволенности. То есть то, что тахат не нарушается. То есть глава дозволенности касаться полового органу, не опасаясь, что тахат у тебя нарушится. И приводится другой хадис со слов, то есть Мусаддад, Мулязим ибн Амр передал Аль-Ханафи, то есть из Ханафи имеется в виду племя, а не масхаб. То есть племя Бану Ханифа, вот приводит то, что Ханафи из этого племени был. Сказал Абдуллах ибн Бадр, ан Кайс ибн Талк, ан Абихи, со слов Талка ибн Али, радаллаху анху, то есть хадис, قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم, то есть сказал Талк ибн Али, что мы, говорит, приехали к пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم, а Талк ибн Али приехал в Медину в первый год переселения пророка Мухаммада салям, когда пророк Мухаммад строил мечеть. То есть Талиб Али приехал, когда еще строил мечеть, и он помогал вместе с пророком Мухаммада салям строить мечеть в Медине. Фаджа раджулун кааннаху бадауюн, и пришел в это время человек, как будто бы был похож на бедуина. Факал и сказал: Я наби Аллахи, о пророк Аллаха, матара фи масси раджули закараху. Бадам это вот что ты скажешь, что ты думаешь о том, если человек коснется своего полового органа после совершения омовения. То есть, что ему делать? Факаля, то есть, и пророк Мухаммад сказал ему: Халюхуа илля бутатун минка, ау бадатун минка. И сказал, что половой орган, он является всего лишь частью твоего тела. Сказал, что это когда половой орган, он всего лишь часть твоего тела. То есть показывает то, что часть тела, поэтому какая разница, что касаться. То есть коснулся человека пятки, коленки, носа или полового органа, так не нарушается. Если касаешься руки, ноги, живота или спины. Поэтому тахат не нарушается. Поэтому сказал, что это вот часть твоего тела. Как ты тахат не нарушается, если касаешься любой части тела, так и по органу то самое. Та самая кожа, та самая. То есть, поэтому показал то, что тахат не нарушается. Есть другой риваят, где сказано то, что если человек будет читать намаз, то есть в намазе коснется полового органа. И Мухаммад сказал то самый ответ. Потому что у него одежда была другая, то есть одежда была больше просторная. Поэтому там человека, мог коснуться. У нас сейчас много одежды. Есть трусы, майка, футболка, штаны. Поэтому на майке там коснуться невозможно у нас. У них была другая одежда. Поэтому, одежда была простая, широкая, на после человек обматывал себя, да, там, может, не было трусов. Поэтому человек на майке, если что-то мог засунуть руку внутрь, да, и коснуться, все что угодно. Поэтому нужно понимать то, что если увидите риваят, где сказано, затронуться в намазе полового органа, понимать то, что вид одежды был другой, не как сейчас у нас. Это было для них свобода. Поэтому вот второй хадис, вот два хадиса. Там нарушается, здесь нарушается, так ведь? Два хадиса друг другу противоположные, друг другу хадисы. И это мнение также приводится, со слов Амар ибн Ясир, сподвижников, то, что не нарушается Абдуллах ибн Масуд, Худайф ибн Яман, Имран ибн Хусейн, Абу Дарда, Саад ибн Вакас, приводится Саид ибн Мусайяб, Хасан Басри, Ибрахим Нахаи. Это мнение Суфьян Thаури, это мнение ученых Куфы, то есть Абу Ханифы, Масаби Ханафи, взяли данный хадис. Вот два хадиса. Что делать? Поэтому у ученых с тех времен и до сих пор есть разногласия. То есть нет конкретного ответа. Поэтому Масаб Ханафи тахат не нарушается. Если коснуться полового органа, то тахат не нарушается, потому что они взяли хадис Талка, что это часть его тела.
А по мнению Масаба Ханафи, хадис вот Бусра, то есть женщины, Бесафан, считается слабым. Получается, 2 хадиса было. Получается, 1 хадис мы убрали, остался 1 хадис. Так ведь? Поэтому получается, Масаба Ханафи просто 2 хадиса есть, но этот хадис, то, что часть твоего тела, он достоверный, приняли. Тот хадис слабый, убрали. Получается, остался 1 хадис, нет вопросов вообще. Поэтому, если ты так посчитал, хадис слабый, значит вопрос закрывается. А кто признал оба хадиса, они пытаются его объединить. Поэтому, когда мы говорили по Шафии, то есть, они взяли то, что хадис нарушает и не нарушает прикосновение. Сказали, что вот по хадису, что нарушает, значит, это ладони касайся. А тот, что не нарушает, касайся стороной. Получается, они взяли, используют оба хадиса, но в разных ситуациях. Масаль Малики то же самое же. Сказали, что если коснулся без, если человек касается полуоргана без возбуждения, не нарушается. Если возбужден, то нарушается. Поэтому, 2 хадиса пытаются объединить, то есть пытаются использовать оба их одновременно. Поэтому вопрос такой, что то, что там Масаб Ханафи не нарушается вообще, маликитов, шафеитов и хамалитов там нарушается, получается, нарушается, то есть Масаб Хамбали нарушается вообще. У них хадис нарушение правильное, тот хадис неправильный. Масаб Ханафи это хадис правильный, тот неправильный. А 2 масаба они пытаются объединить между собой. Поэтому, здесь вопрос все-таки он непростой, сложный вопрос, очень глубокий. Поэтому, масаб Ханафи не нарушается. То есть, по нашему масабу у нас тахат не нарушается. Поэтому, даже то есть некоторые ханбалиты, которые у них нарушается, сказали то, что, как и Ибн Тайми, Автами, которые сказали, что не нарушает, потому что они сказали то, что прикосновение вообще в шариате ничего не нарушает. То есть трогать что-то, хоть женщина, хоть половой орган, не может нарушаться прикосновение просто-напросто. Тем более, объяснение про Мухаммада в хадисе, что часть твоего тела показывает то, что не может нарушать. Поэтому сказать то, что тахат не нарушается, а здесь сказано тахат брать, имеется в виду желательно. То есть тахат есть, но тебе просто желательно тахат обновить. И что с другой стороны, также с другой стороны, можно сказать то, что в масхабе Ханафи есть такой вопрос, как, предосторожность. Поэтому масхаб Ханафи сказал, тахат не нарушается, но из-за того, что у кого-то нарушается, поэтому желательно тахат взять. Если прикоснулся, ты можешь ничего не делать. Но для уверенности, что вдруг мнение другого масхаба все-таки правильнее, чем в нашем масхабе, вот из-за этого тахат обновить является желательным. Поэтому в некоторых книгах масхаба Ханафи, в главе, где сказано, когда брать тахат желательно, приводится после прикосновения полового органа. То есть не фарс, а просто для уверенности. Чтобы быть уверенным, чтобы избежать разногласий. То есть, чтобы уйти от разногласия, тахат взять желательно сказано. Поэтому вопрос, говорю, если человек сам по себе не сможет объяснить. Здесь ученые веками спорят. Поэтому, этот вопрос останется до судного дня. Открытым, мы его не закроем. Поэтому, если кого-то лучше взять, какого-то ученого, и идти за ним, чтобы у тебя права не было в голове. Если будешь слушать все подряд, то уже не будешь спокойным. Не сможешь успокоиться, и у тебя в голове будет каша из-за этого. Син ханафит мы? Знаешь, что нормально? Тахат алма, да. То есть не сомневайся. Поэтому такой вопрос. Есть 2 хадиса, поэтому вопрос был, есть и останется спором до судного дня. Хотя, то есть, ответ только один правильный, но известен Аллаху. То есть, ученые, они пытаются, но там есть 5 мнений, там 6 мнений есть, даже другие мнения есть, больше. Поэтому, то есть, масаб Ханафи не нарушается, и все. Ничего не проблема, иншаллах. То есть, мы не шафииты, поэтому мы тахат не добавляем. Поэтому, то есть, масаб Ханафи не нарушается, поэтому это мне себе возьми и живи спокойно. Нечаянно же. Поэтому руки в карманы, да, и все, да, чтобы никого не трогать. Да. И не, иншаллах, то есть, аминь, да. То есть, мандах просто поздно, да, поэтому есть предложение на следующей неделе начинать в 7 часов. Нет, Ахшам пока что рано. Ахшам рано еще пока, там 17:40. Поэтому лучше начать в 7 часов, до Ясту. Саджидидан. Там
На следующей неделе будет 40 минут, будет 40 минут больше на следующей неделе. А там дальше уже больше. Поэтому сагат жидидан. То есть в 7 часов, иншаллах. Будет сагат жидидан. То есть в 7 часов, иншаллах. Будет сагат жидидан. То есть в 7 часов, иншаллах. Будет сагат жидидан. То есть в 7 часов, иншаллах. Будет сагат жидидан. То есть в 7 часов, иншаллах. Будет сагат жидидан. То есть в 7 часов, иншаллах. الله أكبر الله